В Уфе побит абсолютный температурный максимум в 35 градусов. Столбики термометров никогда ранее не поднимались до такой отметки. Специалисты советуют бить больше жидкости, а садоводам заниматься работами только утром. Когда аномальная жара отступит, знает Динара Таймасханова. Нежирные блюда, витаминный компот, диета – обязательная часть оздоровления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анна Хачина несколько лет назад перенесла 2 операции в кардиоцентре. Аномальная майская жара сразу отразилась на ее самочувствии. Оставаться дома было попросту опасно. В 2012 и в 2015 году была оперирована здесь. И с этого момента я наблюдаюсь после хирургического вмешательства. И с наступлением жары стало очень плохо. Участилась аритмия, что меня и привело сюда. Я позвонила доктору, что мне делать. Ночами не сплю. Приехала сюда. Здесь умереть не дадут. Пациентов с инфарктами и инсультами в такую жару становится больше. Сосуды расширяются, давление скачет, кровь сгущается, обостряются хронические заболевания. В зоне риска те, кто страдает сахарным диабетом, артериальной гипертензией, онкозаболеваниями. Медики рекомендуют сразу обращаться в больницу. Дачникам работать лучше в утренние часы, а вот пить воду в большом количестве советуют не всем. Да, пациентам, которые имеют хронические заболевания, например, артериальную гипертонию, лучше ввести учет того, сколько они принимают жидкости, потому что от большого количества жидкости будет увеличиваться артериальная гипертензия, а людям уже, у которых нет хронических заболеваний, учета такого можно не проводить и увеличивать количество потребляемой жидкости. Спастись дома или в офисе от жары можно при помощи кондиционера. Правда, такого ажиотажа на охлаждающие аппараты в мае не было никогда, говорят в офисах продаж. На минимальную площадь квартиры, к примеру, в 20 квадратных метров, кондиционер можно купить за 15 тысяч рублей. Сейчас температура буквально как летом, наверное, в июле. То есть и спрос такой же, как в июле. То есть день максимально заполненный. Звонки практически не прекращаются. Монтаж уже расписанный, и даже кого-то включать уже как-то тяжело даже планировать. На 2 недели минимум уже. Причину жары синоптики объясняют теплым воздухом из Средней Азии. Температура в Уфе сегодня достигла 35 градусов. Но уже в ближайшие дни на территорию Башкортостана придет холодный фронт. Температура воздуха в течение ближайших 3 дней будет постепенно понижаться. Ночью от 13-18 градусов к 27 мая до 5-10 градусов тепла, днем от 30-35 градусов до 19-24 градусов. Кстати, в Уфе сегодня побит абсолютный температурный максимум. В 1952 году столбики термометров в столице республики показали 32,7 градусов тепла. И этот показатель считался рекордным. И если, по словам синоптиков, аномальная жара в ближайшее время начнет спадать, то вот живительной влаги в виде дождя пока не предвидится. Динара Таймасханова, Азамат Мухамедшин, новости, Уфа.